Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Мы выходили с детьми на прогулку. После прогулки детям захотелось чай пить. Вот решили мы чай пить с Всем моими внуками. Всем привет! И приглашаем вас тоже к чаю. Вместе будет веселее. Все у нас хорошо, погода замечательная. Ночью шел снег, и после обеда, когда дети пришли из школы, мы почистили снег. Потом прогулялись. Что, Арчи? Я тебе положила кушать. Иди там кушай. Иди. Сегодня я наконец-то сдала отчеты опеку за целый год. За 2021 год. Мы в год один раз только сдаем отчеты. Все у меня проверяли, все у меня правильно. Щики-щики. Я очень обрадовалась. Наконец-то я научилась сдавать отчеты без ошибок. Ну как? Вкусно? Да. Приготовила я им шпишмак и бакбалиш. Они очень любят. Пусть кушают. Угу. В школе у нас пока все хорошо. Мальчики слушаются, мне помогают. Скоро, 10 февраля, я поеду отдыхать в санаторий. Но 21 день отдыхать. Путевка бесплатная. Лечат легкие в основном. Есть там хороший кардиолог, мне говорили. Как раз перед посевом мне надо будет себя на ноги поставить. Спасибо, Подлечиться. Пожалуйста. Что ты не хочешь кушать больше? нравился, я уже до этого ел. Ага, ладно. Пожалуйста, будь здоров. Скоро начнется огороде работы. Возьмем маленьких цыплят. Для этого нужна сила. Мензеля вам передает большой-большой привет. Всем. И зрителям, и подписчикам, и родственникам, и детям. Всем нам привет передает большущий. От вас, мои хорошие, я привет передала. Она очень обрадовалась. Получает лечение. Надеемся, все будет хорошо. И сестра моя старшая, Сайме, тоже привет передает вам. Большущий. Огромный привет. У нас также идет снег потихоньку. Погода прекрасная, теплая. Так и гуляем мы на улице с детьми каждый день. Гуляет у нас Арчи, наш проказник, наш маленький. Да, про тебя говорю я. Про тебя. Про тебя, мой хороший. Но сейчас часто просится на улицу, провожает детей в школу. Обязательно за ними идет на улицу. Я его выпускаю, где-то через 1,5 часа залезет на подоконник и просится домой. Царапает стекло. Зурис балам. Бяхат ли Тауфиклову. Вот так благодарят меня мои мальчики на татарском языке.
Но здесь в основном они говорят на русском, а так-то они говорят чуть-чуть, да, на татарском языке. Но старшенький у меня все понимает. Подслушивает и ходит, улыбается, когда с кем-то на татарском языке я разговариваю. Или по телефону. Все понимает хорошо. Несколько раз были такие комментарии, где мама мальчиков, почему ее не видать. Ну, вы же знаете, где она и почему она не приходит. Пожалуйста, не пишите мне об этом. Я уже устала на такие вопросы отвечать. Вы знаете, что отец моих мальчиков умер, уже пошел 11-й год, а мама лишена. Вообще-то она не должна детей навещать, но я ее жалею, поэтому ей разрешаю приходить, общаться с детьми. Она тоже женщина, она тоже мать, какая бы она ни была, но она мама. Но она сама не приходит уже где-то число 6 или 7 февраля будет 5 месяцев. Если человек не приходит ко мне домой, я не могу снимать ее, не могу показать. Ну, когда-нибудь придет, если она согласится, я сниму. Я прямо перед экраном задам ей такой вопрос. Где ты ходишь? Почему детей не навещаешь? Про тебя спрашивают мои подписчики. Бабушка у мальчиков тоже сидит дома. Она на 5 лет старше меня. Она тоже не приходит, даже не поздравил детей Новым годом. Ну что я могу делать? Я ничего не могу делать. В комментариях вопросы такие. Юлия Салаватом переехали в новый дом. Нет, мои хорошие, они не в новый дом переехали. Там еще дел много. Очень много надо средств. Они переехали в дом свекрови, частный дом. Там ремонт делали, сделали санузел. У них сейчас дома туалет. Теплый пол сделали, канализацию сделали, воду провели, соединили на новую трассу. Мне тоже, конечно, предстоит соединиться в новую трассу. Это будет летом. И потом я поставлю счетчик и буду за воду платить, наверное, меньше, чем сейчас. Потому что сейчас я очень много плачу за воду, за холодную воду. Я летом плачу 1200 с чем-то. За полив у меня берут. А сейчас я плачу около 700 рублей. До этого я платила около 900 рублей. У меня удержали еще за скотину. Сейчас у меня нет коровы, поэтому у меня около 700 рублей удерживают. Но в деревне тоже жизнь дорогая, хотя мы имеем свой огород, все-таки фрукты, овощи у нас летом свои, а зимой овощи свои, не покупаем ничего. Да и летом мы держим кто что может, цыплят, утят. Люди держат коров, еще что-то, кто-то поросят. Зимой едим мясо, что мы сами добываем. Но у нас платежки за свет очень дорого. Я меньше 1000 никогда не плачу за свет. Вода около 700 рублей. Да сейчас плачу за газ около 3000. Да и иногда бывает больше. Потому что я не экономлю. У меня есть дети. Пусть им будет тепло.
Да и самой тоже не хочу на холоде сидеть. Поэтому включаю, сколько нам надо. Дома тепло и весело. У меня дети ходят босиком дома, особенно Кирилл. Носки не одевает дома. Вообще. Я, конечно, его за это ругаю, но он все равно не одевает. У меня сын вот так, без носков, круглый год ходил дома. Наверное, весь папу. Сдавала все анализы. ЭКГ прошла, флюорографию прошла. Все анализы сдала. Дети у меня останутся с Салаватом, с Юлей. Я за них почему-то не переживаю. Раньше я никогда не могла своих детей оставлять вот так надолго. Когда в больнице лежала, в ковид-центре, тоже за них очень переживала. Потому что они оставались с мамой. Ну, конечно, буду скучать. Очень буду скучать. Но есть видеосвязь, будем разговаривать, видеться. Они и сами будут мне постоянно звонить после школы, отчитываться, какую оценку получали, что делали. Они, конечно, Юлю очень любят. Салават тоже с ними занимается. С девочками они общий язык находят. Очень дружные. Все вместе играют. На этом я свой ролик заканчиваю. Желаю всем здоровья, удачи, благополучия в семье. Всем пока-пока. До следующих встреч.